Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Небывалая жара и засуха способствуют увеличению площади лесных пожаров в Якутии. Благодаря искусственным дождям ситуацию в Татинском районе удалось стабилизировать. В СВФУ продолжается прием документов от абитуриентов, как и в прошлом году, дистанционно. Достопримечательность Хандаги станет еще краше. Двор школы искусств превратится в цветущий сад. Небывалая жара и засуха способствуют увеличению площади пожаров в Якутии. Об этом напомнил Айсен Николаев в эфире программы «Пятая студия» на федеральном телеканале «Россия-24» сегодня. При этом любая сухая гроза вызывает сразу по 20-30 новых очагов, отметил глава. С начала сезона зафиксировано порядка 900 лесных возгораний на общей площади 1 миллион 100 тысяч гектаров. Удалось уменьшить площадь огня на 60%. Сейчас на территории Якутии фиксируют 287 пожаров на площади 900 тысяч гектаров, тушат примерно 90 очагов. Борьбу с огнем ведут 3300 человек и свыше 300 единиц техники. Привлечено 700 человек из Федерального резерва. В этом году вообще огромная беспрецедентная помощь оказывается Министерством природных ресурсов, в целом правительством страны. У нас работают сегодня лесопожарные из 12 субъектов Российской Федерации. Благодаря этому нам удается все-таки сдерживать стихию. Ни один населенный пункт не пострадал. Уверены, что мы не допустим дальнейшего распространения пожаров именно на населенные пункты. Вот это мы точно, главная наша задача — не допустить возникновения угрозы жизни и здоровью людей. При этом, конечно же, мы планируем, что уже со следующей недели все-таки мы немножко начнем уже сокращать площадь пожаров. Надеемся, что пройдут все-таки дожди в Центральной Якутии. Ну и, конечно, очень хорошо себя зарекомендовал самолет, который вызывает искусственные дожди. С его помощью нам удалось стабилизировать ситуацию по Восточной Якутии. Вместе с тем, ситуация осложняется нехваткой людей для тушения пожаров, сказал Айсен Николаев. Кроме того, существует проблема и с недостаточным финансированием. В первую очередь из-за методики расчета финансовой поддержки на сохранение лесов. Глава Якутии выразил уверенность, что эта методика будет пересмотрена. Айсен Николаев поблагодарил премьера России Михаила Мишустина и других федеральных министров за помощь в борьбе с лесными пожарами. Во главу угла ставится численность населения. В Якутии, где 250 миллионов гектаров леса, и где живет 965 тысяч человек, мы получаем по итогам, например, на 2021 год 6 рублей 10 копеек на 1 гектар. Вот как раз это не только на тушение пожаров, это вообще на сохранение лесов. По Дальнему Востоку эта цифра порядка 28 рублей на гектар, а по России почти 200 рублей. Ну и как с такими средствами на такой огромной территории мы можем эффективно бороться. Я связывался и с Михаилом Владимировичем Мишустиным, очень благодарен ему, что он оперативно принял решение о выделении дополнительно 380 миллионов рублей из резервного фонда правительства. Они, мы надеемся, скоро поступят, потому что все средства, которые были выделены по этой методике, которая сейчас действует, они закончились еще, считайте, 2 недели назад. Тем временем, также благодаря искусственно вызванным дождям, которые прошли накануне, в Татинском улусе удалось стабилизировать обстановку. В настоящее время, по сегодняшнему дню, кромка пожара в основном потушена дождями, но остались много дымовых точек, которые нужно дорабатывать. Большие остатки точек этих термовых остались на западной и восточной стороне пожара, где люди продолжают работать по ликвидации этих дымовых точек. Для этого опасного огня такого сильного и даже средней интенсивности нету. Для Итекёля и для близлежащих населенных пунктов этот пожар не угрожает. Идем далее. 48 обманутых дольщиков в Якутии, пострадавших от двойных продаж, получили денежные компенсации. Речь идет о пайщиках строительных компаний «Стерх», «Теплосервис», «Сырдык» и «Недвижимость». Отметим, что проблемы с долевым участием у некоторых граждан тянулись с 2000 года. Самая распространенная из них оказалась проблема двойных продаж. Ранее эту категорию нельзя было отнести к обманутым дольщикам. И на протяжении многих лет они не могли рассчитывать на включение в реестр. Теперь эта проблема решена, и пострадавшие получили свои денежные выплаты.
Вопрос обманутых дольщиков по двойным продажам довольно-таки давно стоит в республике, и начиная с 2019 года оно начало первые подвижки после принятия постановления правительства утверждения порядка предоставления социальной выплаты именно данной категории граждан. Проект был принят 8 октября 2019 года. И начиная с 2019 года у нас 31 граждан включили именно в 2019 году на социальную выплату для решения данной проблемы. Всего выделено свыше 100 миллионов, и в том числе 18,7 миллионов в этом году. В Северо-Восточном федеральном университете продолжается прием документов от абитуриентов. В этом году, как и в прошлом, приемная кампания проходит в дистанционном режиме. То есть документы от поступающих принимаются только через электронные сервисы университета. Более подробно в материале Дмитрия Тымырова. Непривычно видеть коридоры университета пустыми. Раньше, кто хотел поступать в Северо-Восточный федеральный университет, приходил сюда лично и сдавал документы. Сейчас же из-за пандемии весь этот процесс перешел на удаленку. Мы вначале хотели, конечно, и чтобы абитуриенты сюда тоже пришли, но ситуация чуть-чуть осложнилась, да, в республике. Мы решили, что будет лучше, если будет по 3 формам. Это через личный кабинет абитуриента, который мы еще в прошлом году полностью использовали, или поступая онлайн в ВУЗ, это федеральная программа через МВЦ подают, да, и через Почту России. Сегодня университет принял порядка 3500 заявлений от 1500 абитуриентов. По словам специалистов, в последние годы все больше выпускников выбирает Северо-Восточный федеральный университет. Они отмечают, что сегодня нет надобности уезжать за пределы родной республики, так как качество преподавания здесь также на высшем уровне. Почему я выбрал именно этот университет? Потому что, во-первых, это мой, так сказать, это университет в моем родном городе. И мне он намного ближе, чем, например, другие университеты Дальнего Востока или, например, университеты Западного, Центральной России. Собираюсь поступать в Северо-Восточный федеральный университет на педагогический факультет. Я выбрала эту профессию, потому что хочу связать в будущем, потому что мне это нравится, и хочу стать учителем начальных классов. Я собираюсь поступать на химическое отделение Института естественных наук СВФУ, потому что это возможности развиваться и возможность активного диалога между студентами России и всего мира. В СФУ я выбрал, по моему мнению, самую востребованную профессию, которую я вижу в будущем, в течение 5 будущих лет. И последующих, конечно, это работа архитектором, строителем. Каждый абитуриент может одновременно подать сразу несколько заявлений на несколько факультетов. Это разрешается. Об этом сообщили в приемной кампании. По программам бакалавриата и специалитета поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по 5 образовательным программам. Это, считаю, наш головной вуз в городе Якутске, а также по 3 программам в каждом из наших филиалов. Включая наши филиалы, получается максимум 10 заявлений. Также по программам магистратуры это 3, по программам аспирантуры и ординатуры 2, по программам среднего профобразования нет ограничений. Прием документов в Северо-Восточный федеральный университет будет проходить до 29 июля. А для выпускников прошлых лет и для выпускников средних профессиональных образований будет проходить до 15 июля. Поэтому им не стоит тянуть со временем. А вот с 12 июля начинается прием документов для поступления в магистратуру и аспирантуру. В целом в этом году федеральный университет выделил 4000 бюджетных мест для поступающих в Северо-Восточный федеральный университет. Дмитрий Тымыров, Виктор Рукавишников, Якутск. Хандекская детская школа искусств победила в номинации «Зеленый образ жизни» конкурса социальных проектов горнодобывающей компании «Полиметалл». Совсем скоро дворовая территория школы превратится в цветущий сад. О грядущем обновлении Мария Винокурова. Здание Хандекской школы искусств внешним видом, напоминающее классическую тарелку неопознанного летающего объекта, одно из достопримечательностей райцентра Тамбонского улуса. А теперь, благодаря реализации проекта «Наш стиль», можно любоваться единым, композиционно выстроенным, эстетически оформленным пространством территории школы искусств. Идейным вдохновителем и творческим организатором проекта стала директор школы Оксана Титова. Поскольку необыкновенный дизайн нашего здания в форме летающей тарелки, значит, нужны добрые инопланетяне в виде маленьких человечков,
которые ухаживают за деревьями и клумбами, охраняют красоту, эстетику и творчество, символизируют и олицетворяют собой некий симбиоз того, что все прекрасное вечно во всей Вселенной. Природа, музыка, люди и далекие звезды. Все малые архитектурные формы изготовлены руками завхоза школы Семена Павлова. Осенью учеников ждет большой сюрприз – обновленная территория. Мне здесь нравится вот эта тележка с цветами. И еще мне здесь больше всего понравилось вот этот пришелец. Он даже выше меня. И он красивый, мне нравится такие большие его глаза. Во дворе школы сотрудниками высажены свыше 60 саженцев плодоносящих деревьев – яблони, рябины, сирени, вишни, жимолости и более 400 корней цветущих растений. Коллектив школы благодарен горнодобывающей компании «Полиметалл», руководству Тампонского района, всем тем, кто помог и поддержал добрую инициативу по обустройству двора. Теперь у Хандекской детской школы искусств настоящая территория детства. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. Алроса выделит около 90 миллионов рублей на дополнительный проезд работникам здравоохранения и образования Мирнинского района, а также сотрудникам дочерних обществ компании в районах Крайнего Севера. С 1 января следующего года работники получат 45 тысяч рублей на дополнительный проезд. Льготу раз в 2 года могут получать те, у кого трудовой стаж более 3 лет. В Айхальской больнице примерно 300 таких сотрудников, в МЦРБ 770 и более 1000 работников в Мирнинском районном образовании. Я хочу подчеркнуть, что к работникам образования мы также относим работников детского дошкольного образования. Это работники АНДО «Алмазик», которым мы тоже планируем с 1 января 2022 года такую льготу предоставлять. Подведены итоги соревнований по стрельбе из традиционного лука на спартакиаде игры «Манчары» в Горном Элусе. И на этот раз чурапчинцам не было равных. Среди женщин Дарья Фомина, среди ветеранов Эльвира Ефремова и Александр Конешников завоевали золотые медали. Среди школьников победителями стали Розанна Слепцова из Горного Элуса и Леонид Тартакынов из Верхневилюйского района. Среди мужчин сенсационно в лидеры пробился дебютант Александр Пляскин из Ленска. Мы участвуем в таких соревнованиях впервые из Ленского района. Месяц назад только впервые взяли лук этот в руки, занимаясь классическим луком. Решили подготовить команду на эти соревнования. Ни правил, ничего толком не знали. Но вот сейчас для нас все вновь и очень нравится этот вид. И я думаю, что мы будем развивать его в Ленском районе активно. В командном зачете первое место у чурапчинцев, на втором – Вилюйский улус. На третьей позиции оказались верхневилюйцы. Также по итогам соревнований первым из якутян норматив мастера спорта по традиционному луку выполнила новоиспеченная чемпионка игр Эльвира Ефимова. К слову, месяц назад она на республиканских соревнованиях также одержала победу и в абсолютном первенстве. Завтра лучники на главной арене стадиона Чипчал в абсолютном чемпионате разыграют суперприз – автомобиль. Кроме того, на играх «Манчары» установлен первый рекорд. Валерия Олесова из Хангаласского улуса установила новый рекорд республики по прыжкам кылы среди девушек. Ее лучший результат в третьей попытке – 25 метров 36 сантиметров. Второе место заняла Нюргуяна Смирникова, Чурапчинский улус. И третье место у Дарьи Добрыниной из Якутска. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.